В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Отчет правительства Якутии стартует с Горного района. С жителями встретится заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. По рекам, воздуху и зимним дорогам в северных районах наблюдаются сильные ветра и большое количество снега. Несмотря на это, северный завоз продолжается. Жители дома по улице Кальвица строительного округа Якутска бьют тревогу. Сточные воды топят их уже не первый год. Наш корреспондент разбиралась в ситуации. Филармония Якутии с нетерпением ждет переезда в здание Арктического центра эпоса и искусств. Комплекс разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Изменение климата, города и здоровья населения обсуждают ученые на площадке СВФУ. Институт естественных наук устанавливает научные связи с МГУ имени Ломоносова. В школу номер 17 города Якутска поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас в здании школы проходит проверка, работают экстренные службы. Звонок поступил на пост охраны школы номер 17, ориентировочно в 18:25. На месте работают все экстренные службы, об этом сообщили в правоохранительных органах. Отчет исполнительных органов власти стартует уже 3 февраля. В понедельник с Горного района с жителями встретится заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Затем с 4 по 7 февраля министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев вместе с другими руководителями отчитается в Имяконском районе. А с 5 по 7 февраля правительство во главе с вице-премьером Анатолием Семеновым побывает в Хангаласском улусе. В этот же период пройдет отчет в Амгинском улусе во главе с министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгением Перфильевым. Отчет правительства завершится в марте. Итоги отчета подведут на каналах телерадиовещания НВК «Саха». В северных районах наблюдаются сильные ветра и большое количество снега. Несмотря на это, северный завоз продолжается. По рекам, воздуху и зимним дорогам. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Готовь сани летом. Прокладка автозимников начинается еще с теплых дней для того, чтобы доставить продовольствие на север вовремя. Всего дороги Арктики обслуживают порядка 8200 километров дорог, из них 7700 километров автозимники. На сегодняшний день дорога проложена в 9 северных районах. Толщина льда сегодня в среднем составляет 80 сантиметров и почти 80% на наших дорогах уже стоит максимальная грузоподъемность, это 30 тонн. Наледь, пурга или недостаточная толщина льда осложняют работу как дорожников, так и дальнобойщиков. Кирилл Тарков – водитель со стажем, родом из Момского района. С юных лет помогал своему отцу, так что дальняя дорога для него уже привычное дело. В данный момент у меня 2 большие вот такие фуры. Каждый год погодные условия меняются. Из этого иногда тот лед бывает тоньше, из-за этого тоннаж мало берем. Всего в республике запланировано к перевозке более 650 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. На сегодня уже доставлено порядка 115 тысяч. Практически все автозимники открыты грузоподъемностью 25-30 тонн. Если мы сравниваем с прошлым годом, то у нас перевозки идут в штатном режиме. Плановых отставаний мы не наблюдаем. Доставить продукты в указанные сроки готова и Арктическая торгово-логистическая компания. По автозимникам в этом году они должны отгрузить 5500 тонн. Из них уже доставлено 550. В период перевозки овощей и фруктов авиатранспортом мы использовали утепленные ящики и термоодеяла, что позволило нам сократить уровень порчи до 0. Ключевые элементы северного завоза – торгово-логистические центры, где хранятся продукты. В Жиганском районе доставлено 19 тонн овощей и целая тонна фруктов. Находимся в овощехранилище нашей, принимаем 150 тонн овощей. В данное время в феврале ждем картошку, свеклу, капусту. Перевозки по автозимникам продолжатся до апреля. Сейчас задействовано более 300 единиц техники, однако планируется его количество наращивать. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Илья Сыромятников, Якутск. На заседании коллегии МВД по республике отчиталась о результатах за 2024 год. О деятельности стражей правопорядка расскажет Эржена Гармаева. Якутия остается одним из наименее криминогенных регионов на Дальнем Востоке.
По темпам прироста числа раскрытых преступлений наша республика входит в десятку лучших по всей стране. Чтобы подвести итоги своей работы, МВД по республике Саха-Якутия проводит расширенное заседание своей коллегии. Органами внутренних дел Якутии выявлено 586 преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 103 факта взяточничества. Почти на 12% сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Ежегодно проводится срез ФСО по всем субъектам Российской Федерации. Вот за прошедший год ФСО провели анкетирование, и по республике у нас 61% граждан чувствуют защищенность от преступных посягательств. Это довольно-таки большой процент, и более половины граждан оценивают положительно работу органов внутренних дел. Положительную оценку работе МВД дал глава республики Айсан Николаев, принявший участие в заседании коллегии. Лучшим территориальным отделом по итогам 2024 года признан отдел МВД по Нюрбинскому району. Его начальник Григорий Павлов несет службу с 1990 года. Григорий Иванович уверен, честность и порядочность – качество, которым должен обладать каждый сотрудник органов. Этой высокой планке он старается соответствовать сам, и этого же требует от подчиненных. Я в Нюрбе работаю уже 2012 года. У нас отдел уже 7-й раз занимает передовое место, поэтому наш отдел передовой отдел, я так считаю. В связи с этим я благодарен своим коллегам отдела МВД России по Нюрбинскому району, также общественности Нюрбинского района. Грамотой награжденный Спартак Кононов, 7-й год работающий инспектором по делам несовершеннолетних. Он признается, уже повзрослевшие воспитанники по сей день поддерживают с ним связь. Пока на свете живут дети, которые нуждаются в помощи, также нарушают общественный порядок, инспектора дальше и будут работать. На заседании были намечены задачи на 2025 год. Сохраняется рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. МВД уже проводится большая работа по профилактике и осведомленности граждан о схемах онлайн-аферистов. Эржена Гармаева, Аэлита Махно, Якутск. Глава республики сообщил о реализации нового историко-патриотического проекта «Бастионы памяти». Он станет одним из ключевых в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во всех 19 регионах России, где погибли воины и якутяне-победители, должны быть установлены памятные обелиски. Сегодня в Москве прошло рабочее совещание по ходу реализации проекта. Уже готовы эскизы, определяются конкретные места установки, ведется работа с представителями местных администраций. Также планируется провести конкурс на песню, гимн и другие историко-патриотические мероприятия. Официальный старт бастионов памяти намечен на конец февраля. В этом году обелиски установят в Псковской, Смоленской и Калужской областях. В Волгограде на Мамаевом кургане появится памятник воинам-якутянам. А в Новгородской области на берегу озера Ильмень пройдет реконструкция существующего мемориала. Ну, почему мы выбрали именно эти регионы? Там больше всего определено фамилий. От 600 до 800 с лишним фамилий в каждом регионе. И эта работа все равно будет продолжаться. И в других регионах это будет продолжаться и в следующие годы. Таким образом, мы определяем точную географическую точку, где есть обелиск памяти этим воинам-победителям и высечены их фамилии. Дается такая возможность потомков этих воинов иметь конкретное место, куда можно приехать, поклониться, положить цветы, вспомнить и поблагодарить. В мэрии Якутска прошли публичные слушания по переименованию части площади Ленина в площадь Республики. На заседании присутствовали депутаты Якутской городской думы, местные жители, общественные деятели. Свое мнение мог высказать каждый желающий. Диалог получился конструктивным и живым. Слушатели выразили как свое согласие, так и несогласие с переименованием. Сторонники переименования высказали мнение, что новое имя площади отражает самобытность и уникальность территории. Владимир Ильич Ленин сформировал Советский Союз, и благодаря этому у нас появилась Якутская автономная республика. И совсем недавно у нас исполнилось 100 лет республики, и вот история пишется. Я думаю, что на данном этапе я поддерживаю переименование на площадь республики.
Ну а филармония Якутии с нетерпением ждет переезда в здание Арктического центра эпоса и искусств. Артистам необходим большой зал для репетиции симфонического оркестра. Всего же в филармонии Якутии выступают около 140 артистов и музыкантов. С переездом в новое здание в учреждении планируют расширить коллектив и давать больше концертов. Напомню, что Арктический центр эпоса и искусств появится в столице республики уже в этом году. Комплекс разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов составит 1500 мест, из них 700 в филармонии. Планируем, конечно же, с вводом первого акустического концертного зала на Дальнем Востоке вообще. Как всегда, мы приглашали интересных исполнителей, но теперь их будет больше. И вы знаете, уже сейчас проявляется значительный интерес от наших коллег, когда мы предоставляем информацию о том, что ждет дальневосточников в городе Якутске. В редакцию телеканала поступил отчаянный крик о помощи. Жители дома по улице Кальвица строительного округа Якутска бьют тревогу. Сточные воды топят их уже не первый год. Дошло до того, что выбираться из дома местным приходится через окно. В ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. Уже более 10 лет жители домов по улице Кальвица добиваются права жить в минимальном комфорте. Но все безрезультатно. Круглогодично старые деревянные дома топит местная канализационная сеть. С подъездов выйти невозможно, в квартирах вода бывает, вот в подъезде где вода идет, и никому дела нет. Это канализация уже, не знаю, больше 40, наверное, лет. Канализация неизвестно, как бесхозная. Раньше говорили, то как Юнион относилась потом к водоканалу. А сейчас вообще говорят, она ничейная. Лежат трубы прямо вдоль двора между двух домов, образуя смрадный ручей. При этом где-то сточные воды не замерзают, из-за чего в подъездах постоянно нарастает иней от испарений. А где-то замерзают настолько, что блокируют входные двери. Если у меня сын со 2-го этажа прыгает, чтобы выйти на улицу, на работу пойти. Это что такое? Это вот когда вот эта дверь замерзла абсолютно, не открывалась. Никто не мог выйти из подъезда. То есть мы были там абсолютно заблокированы. Мы каждое утро не можем выйти на работу, в садик. Проблема у нас острая, да, и даже в дом не можем зайти, в квартиру после работы. Пока жители дома справляются своими силами. Каждое утро у них начинается с выдалбливания дверей ото льда. Страдает в домах и проводка. Удивительно то, насколько она вообще оказалась прочной. Столько лет работать во влажной среде. И это уже не говоря о том, какой запах стоит в квартирах, особенно в теплые дни. Дома невозможно запахи этой канализации. Ну вообще, мы не живем, а существуем. У нас вот в этом подъезде всем за 70 лет старикам. И, естественно, и по больницам бегаем, и все, и дышать нечем вообще. На днях в дома по улице Кальвица нагрянула комиссия, в составе которой были как представители управляющей компании «Юнион», так и других коммунальных служб города. В акте осмотра специалисты указали, что канализационная труба сгнила и наблюдается течь. В выводах – запрос данных о расселении и составление проектно-сметной документации на восстановление системы. И ни слова о принятии экстренных мер. В общем, вопрос остается открытым. Наша редакция продолжит следить за ситуацией. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Проекты программы поддержки местных инициатив, ввод туристического налога, визит главы региона и проведение регионального этапа чемпионата профессионала среди студентов и школьников. В этом выпуске мы расскажем о текущих событиях в Хангаласском Улусе. Проекты программы поддержки местных инициатив, ввод туристического налога, визит главы региона Айсена Николаева и проведение регионального этапа чемпионата профессионалы среди студентов и школьников. В этом выпуске мы расскажем о текущих событиях в Хангаласском Улусе.
19 проектов Хангаласского улуса прошли отбор в рамках программы поддержки местных инициатив. Каждый из них получит финансирование в размере 2 миллионов рублей из республиканского бюджета. Среди отобранных проектов 2 были подготовлены районной администрацией: обустройство зоны церемоний в месте проведения улусного исеха и организация спартакиады, посвященной 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В районном центре городе Покровске будут реализованы 3 проекта: отсыпка улиц микрорайона Селекционная, обустройство детской площадки в микрорайоне Звероферма и асфальтирование территории многоквартирного дома на улице Братьев Ксенофонтовых, 1. Также рядом с указанным домом планируется ввод в эксплуатацию детской площадки. Это тоже проект программы поддержки местных инициатив, но по этапу 2023 года. Сама детская площадка, она имеется, ее установка занимает тоже технологических требований, это бетонирование основания, да, и покраска, осталась покраска от металлоконструкций. С начала года в ряде муниципальных образований Хангаласского улуса введен туристический налог. На сегодняшний день этот налог действует в Немигюнском, Жерском, Актемском, Мальжигарском первом и Тумульском наслегах. С 1 апреля в городе Покровске, поселке Махсыгалох и Жемконском втором наслеге. Туристический налог взимается с гостиничного бизнеса, который включен в единый перечень классифицированных гостиниц. В 2025 году его размер составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки. Одним из первых в районе налог ввел Тумульский наслег, известный своим живописным участком Батамай, расположенным напротив Ленских столбов. Здесь сосредоточено множество баз отдыха, и с каждым годом поток туристов только увеличивается. Поэтому введение туристического налога посчитали целесообразным и способствующим пополнению бюджета наслега. Следует отметить, что туристический налог он будет расти постепенно. В этом году 1% только будет выплачиваться, и постепенно по 1% будет расти, и к 2029 году он будет 5%. 22 января в свой день рождения глава Якутии Айсен Николаев посетил Хангаласский улус рабочей поездкой. Здесь он принял участие в торжественном открытии дополнительного здания на 450 мест для Махсыгаловской средней школы и официально объявил о месте проведения игр Манчары в 2029 году. Пристрой к Махсыгаловской школе был возведен менее чем за год, за рекордные 9 месяцев. Такие темпы продемонстрировал опытный подрядчик, производственное объединение «Якутцемент». Ранее школа испытывала серьезную перегруженность. 700 учащихся обучались в старом здании в 2 смены. Новый корпус рассчитан на 450 учеников и включает в себя 16 учебных классов, просторные спортивные и уютные актовые залы. Старые и новые корпуса будут функционировать совместно, соединенные теплым переходом, что позволит учащимся свободно перемещаться между зданиями даже в суровые зимние месяцы. В новом актовом зале состоялась торжественная часть с вручением ключей от нового корпуса. Также школа получила сертификат на оборудование для кабинета беспилотных авиационных систем. В этом же актовом зале глава республики сделал еще одно важное заявление. Провести в 2029 году 23-ю спартакиаду по национальным видам спорта игры Манчары в муниципальном районе Хангаласский улус Республики Саха-Якутия. В Якутии проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Более 800 школьников и студентов со всех уголков республики демонстрируют свои навыки в 154 компетенциях. Одной из соревновательных площадок стал колледж цифровых технологий «Айтын» в городе Покровске, где участники показывают свои умения в 8 компетенциях. Колледж «Айтын» с 2019 года ежегодно принимает участников республиканского этапа чемпионата «Профессионалы». В этом году количество участников превысило 140 человек, среди которых школьники, студенты, эксперты и организаторы. Ранее на базе учебного заведения соревнования проходили по 6 компетенциям, преимущественно в области IT, но в этом году список расширился. Также у нас новые компетенции. Разработка мобильных игр, разработка виртуальных миров по категории студента. География участников обширна. На соревнования приехали представители Горного, Татинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Нерюнгринского районов и города Якутска. Стоит отметить, что колледж «Айтын» ежегодно становится соревновательной площадкой чемпионата «Профессионалы» благодаря выигранному в 2020 году гранту в рамках нацпроекта образования. Эти средства позволили оснастить 5 мастерских высокотехнологичным оборудованием, что делает возможным проведение мероприятий подобного масштаба.
Какие последствия таит в себе глобальное потепление для человечества и как изменение климата может повлиять на жизнь городов и здоровье человека? В теме разбиралась Вероника Таюрская. Таяние многолетней мерзлоты, изменение климата и погоды. В Якутске обсудили климат арктических регионов, а также его влияние на жизнь и здоровье человека. Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета устанавливает научные связи с МГУ имени Михаила Ломоносова. В рамках арктической экспедиции в Якутск прилетел доцент географического факультета Московского университета Павел Константинов. На лекции были обсуждены последние достижения моделирования климата, а также какие опасности ждать в ближайшие годы в сфере климатологии. Изменится не полностью, но к нам, к сожалению, придут те опасные явления, которые были для нашего спокойного и, в общем, холодного климата, мы говорим в целом для России, были не характерны. И проблема в том, что население, как с точки зрения здоровья, самочувствия, так и с ментальной точки зрения к ним не готово. Так, например, вот мы все понимаем, что приезжая в Якутию, надо одеваться, например, тепло. Ученые отмечают, что изменение климата – процесс цикличный, то есть повторяющийся. Климатические данные, зафиксированные 30-40 лет назад, отлично это отражают. В Якутии процесс потепления наиболее выражен. Так, в этом году наивысшая температура в столице региона в январе дошла до отметки в минус 8 градусов, за счет чего возрастает риск неблагоприятных явлений, таких как сильные ветры, снегопады. Летом же повышается риск частых дождей или же наоборот засухи. Действительно, частота многих экстремальных явлений, она увеличивается в климате будущего. К сожалению, мы же не можем в будущее вот взять так и посмотреть. Да? Инструменты, которыми мы для этого пользуемся, это климатические модели глобального масштаба. У них есть свои ограничения, да, проблемы с точностью, с пространственным разрешением. Поэтому очень сложно. Это целая отрасль в климатической науке, которая называется атрибуция климатических изменений. То есть, попытка каждому экстремальному событию приставить вклад. Они бы происходили и без глобального потепления, ведь правда? Но просто они становятся чаще. И вот насколько чаще, вот это понять. Да? И вот этим занимается тоже климатическая наука. Изменение климата влияет не только на животный мир и здоровье человека, но и на жизнь городов. Не стоит забывать, что потепление – это закономерное явление и происходит с регулярной периодичностью. Но, увы, эта периодичность уменьшается. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. 15 концертных выступлений за 2 недели, 4000 километров пути вместе с опорниками из Якутии проделал Эрхан Аркадий Николаев в зоне СВО. Артист театра эстрады в эти дни вернулся домой. Перед вылетом в Якутск он посетил подмосковный санаторий Бес-Чагда. Одной из главных личных задач командировки стала встреча с сыном Айталом, который выполняет возложенные боевые задачи с первых дней начала спецоперации в Украине. Эрхан отмечает смелость и отвагу сотрудников опорных пунктов, с которыми он вместе выезжал в Запорожье, Луганскую и Донецкую народные республики для передачи адресных посылок бойцам из нашей республики. Своим творчеством благословляю бойцов. Передаю пожелания всех наших земляков, чтобы ребята возвращались домой живыми и здоровыми. Бойцы после каждого концерта благодарили меня, а я им в ответ говорю, что мы обязательно встретимся. Обнимаю по-отечески каждого. Победа будет наша. У всех ребят именно такой настрой. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.